Радик, состоялась сейчас встреча с Максимом Станиславовичем Лексутовым. Обсуждали транспорт Уфы, обсуждали будущее. Какие ключевые моменты? Ну, во-первых, мы его поблагодарили. Как так получилось, вот, знаете, с первой встречи с ним, такое доброе, такое товарищеское содружество. Вот история с метропоездом, знаете, который сейчас бегает, брендированная республика, это вот помощь Максима Станиславовича. Мы, кстати, попросили, что мы хотим продлить эту историю, чтобы этот поезд побегал и по другим, соответственно, направлениям. Там ряд формальностей сейчас утрясаем. Хорошая история получилась. Ну, мы обратились, вы знаете, эта история, это, наверное, управленчески не лучшее решение, но мы попросили у Москвы парк трамваев, которые они заменяют, передать нам. У них процент износа 50%, а наши трамваи на 90%. Поэтому вот 50 трамваев, они уже скоро в пути будут. Мы их реновируем обязательно, реновируем очень существенно. И вот все-таки наш МЭД получит хорошие трамваи. Это будет безопасно для пассажиров? Это безусловно безопасно. Плюс это будет еще комфортно для пассажиров, эстетически. Конечно, это не те старые трамваи, которые у нас ездят. Вот. Но самое главное, мы все-таки на них смотрим, на Москву, как на пример того, как грамотно, последовательно решить и создать одну из лучших транспортных систем в Российской Федерации, общественного транспорта. Поэтому мы попросили оказать нам помощь, и мы вели до этого переговоры. Сегодня вот решение Максима Станиславовича уже состоялось, что Мостранспроект, научно-исследовательский институт Москвы, который как раз занимается расшивкой всех проблем транспорта, даст нам концепцию, вернее, концепцию уже сделали, и даст нам полную дорожную карту, соответственно, как привести в порядок наш транспорт. В целом, не только там транспорт Уфе, а вообще в целом все виды транспорта. По республике тоже? Да, по республике. Плюс у нас неожиданно возник вопрос, который предложили наши коллеги из департамента транспорта, из Сбербанка. Это вопрос соединить возможности карты Алга и карты Тройка. Очень просто объясняю, в чем суть. Там много нюансов. Что я житель Башкортостана, я прилетел в Домодедово, я иду сразу на электричку, рассчитываюсь моей карты Алга, потому что она интегрирована с Тройкой, и еду. Точно так же москвич приезжает. Да, то есть из Уфы прилетают в Москву и смогут рассчитываться картой. Да, это просто для удобства людей. Мы пока так аккуратно к контуру намекаем, потому что это все-таки две разные системы. Но, тем не менее, мы уже договорились, что вот буквально после наших переговоров, команды Тройки и команды Алги начнут взаимодействие и попытаются найти какое-то решение. Это интересно, да. Это интересно, неожиданно, честно говоря. Радик Фаридович, ну а вот если ключевые вопросы по транспортной неделе в Башкортостане, вы уже обозначили вопросы. Ну, я уже говорил не раз. Это, конечно, восточный выезд. Вчера были долгие переговоры с РЖД. Мы опять обсуждали Уфимское железнодорожное кольцо. Мы уже полгода никак не можем найти решение финансово-экономическое, то есть решение финансирования главного вопроса. Хотя технико-экономическое обоснование есть, понимание, как это делать есть, сроки даже есть. Но вот вчера мы договорились все-таки, что 2 недели окончательно берем и потом выходим с согласованной позиции в правительство на вид финансирования. Финансирование уже есть из Фонда национального благосостояния, но это возвратные деньги. И нам придется потом возвращать эти деньги с процентами. Поэтому мы пока воздерживаемся. Все-таки пробуем найти какой-то определенный грант, транш из бюджета. Ну, вот это такая еще сложная работа. Хотим закольцевать железнодорожный транспорт. Да, то, что я говорю. Да. То есть вы садитесь в Деме и можете проехать полностью и доехать до Нагаева. И причем важно, что это же такой комплекс, что каждая железнодорожная станция будет окружена транспортно-пересадочным узлом. То есть вот ты доехал до станции, допустим, Правая Белая, там уже транспортно-пересадочный узел. Автобусы удобно, сел и поехал дальше, куда тебе удобно. Плюс еще, вы знаете, у нас есть золотой час, где можно не тратить деньги. Счастливый час, то, что мы называем. Поэтому это хороший проект. Вот проект для людей, то, что называется. Потому что и позиция президента, и позиция вообще стратегии развития транспорта в России сейчас особое внимание уделять пригородным и электричкам в городе, пригородным и городским электричкам. Поэтому вот мы здесь, мы вообще так впереди где-то бежим, но Москва первая была, и где-то мы в первой 5 городов, миллионников, которые вот уже с готовыми проектами вышли в этой части. Ну, звучит очень красиво, на самом деле, по-честному, ведь у нас очень много проблем еще сейчас в пассажирских перевозках. Конечно. Ну, знаете, они же копились не одним годом, они копились десятилетиями. И вот мы просто, я подчеркиваю, я очень часто говорю эту фразу, мы сейчас очень много энергии тратим на то, чтобы лечить хронические болячки, которыми ранее не занимались. Но они без боли не даются, и не даются где-то из каких-то, может быть,
сложностей, где-то, может быть, не так быстро, как бы мы хотели. Но мы в своих решениях уверены, и плюс мы научились последовательно их все дожимать. Ваш Кыргызстан слышит здесь на транспортной неделе? Конечно, вы же сами видите, все с уважением к нашей республике. Спасибо.